Я попал под мобилизацию, так, 26 сентября 22 года. Ну, повестку получил и приехал. А в тот момент, когда тебе вручили повестку, какие мысли были? Не было мыслей там, что это не за правду, что это не надо, что ли там, может придумать какие-то выходы? Нет, нет. Я патриот своей страны, надо защищать. А то они к нам домой приедут. Надо фашистов уничтожать, дать отпор. Можешь вспомнить свои первые ощущения вот от первых дней, когда приехал на СВО? Как это было? Ну, мы заехали 1 октября. Там, я до этого не воевал никогда. Это страшная картина, конечно, там. Вот это сожженные дома, людей нету. Все, вот это обстрелы там. Страшная картина, конечно. Вот ты сказал, что патриот. Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие патриот, патриотизм? Вот что это для тебя? Ну, это моя страна, Россия, мои дети, вот, друзья, все живут. Конечно, вот это наше все, это земля. Надо защищать, конечно. Если не мы, кто будет защищать? Еще такой вопрос. По чему или по кому ты больше всего скучаешь из мирной жизни? О, по семье, конечно, по детям. Ну, 1,5 года я здесь, всего. Ну, скучаю, конечно. Такой вопрос, может быть, покажется тебе странным. Тебе здесь снятся сны? Ну, снятся, конечно. Хорошие сны снятся. Дом снится, дети, жена, дом, работа. Ну, такие. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, человек может привыкнуть к войне, к жизни на войне? Да, привыкаешь, да. Ну, через полгода человек кажет, человек этот привыкает ко всему. А в чем выражается вот это привыкание? Ну, не знаю, вот этот обстрелом привыкаешь уже там. Откуда летит снаряд, вот уже знаешь, куда прилетит, что стреляет, уже там на слух определяешь. И самый последний. Ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Ох, ну, друзьям, жене, конечно, детям поцелую. Ну, конечно, и на работу надо уходить. У меня там работа ждет. Я родом с Якутии, Нижнеколымский район, село Колымское. Ну, здесь уже полгода нахожусь. И как бы пока все нормально. Расскажи, как и при каких обстоятельствах ты сюда попал? Я попал сюда в мае, контракт подписал. И в Якутске был 2 месяца. И далее уже в июле я приехал уже сюда, оказался здесь. А почему, что тебя подвигло на то, чтобы подписать контракт? Ну как бы, с нашей стороны, с моей стороны, я думаю, надо. Наши деды защищали Родину от фашизма, национализма. И я тоже, конечно, мне 27 лет, и как я дома сидеть спокойно не буду. И, ну вот, так я и оказался с такими мыслями здесь. Можешь вспомнить свои первый день или первые дни на СВО, когда ты уже сюда доехал? Какие были ощущения? Чуть, конечно, страшно было. Но ничего, привык к этому. Человек привыкает. А так, да, все нормально, привык сейчас. Там я не был, в тех местах еще, ближе к передовой. Ну, скоро мы все будем там. И скажи, пожалуйста, а что ты для себя вкладываешь в такие слова, какие смыслы ты вкладываешь в слова, такие как патриот, патриотизм? Патриот — это, я думаю, который защищает свою землю, но не только нашу, якутскую, но и русскую тоже, всех русских народ, и который любит свою страну, защищает свою страну, в общем. Пришла повестка на работу.
о том, что пора защищать Родину. И сразу же прибыл по повестке и попал сюда, в 4-й батальон. Ты до этого проходил срочную службу? Конечно, в 400-й бригаде в Хабаровске. А можешь вспомнить свои первые ощущения вот от первых дней пребывания на СВО? Непонятность. Было непонятно, что происходит, где, что. Неизвестность была. Но все были на веселе, не отчаивались. Заряженные ребята все были. Настроение хорошее было. А скажи, пожалуйста, что в твоем понимании, что значит слово патриот, патриотизм вот для тебя? Ну, это в первую очередь защита своего дома, своего государства. Если не мы, то нас. Как бы, ну так. Вот ты довольно давно уже здесь находишься. Скажи, на твой взгляд, вот лично ты как думаешь, человек может привыкнуть к жизни на войне, вообще привыкнуть к войне? Да нет, к такому навряд ли можно привыкнуть. Это все равно большой стресс для каждого человека. И поскорее бы наоборот все это закончилось, чтобы люди... Ну, наверное, некоторые могут все-таки привыкнуть. Но это дело каждого, наверное. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Да, конечно, я обниму маму и скажу, что все, ма, я дома, все. Доброволец. Вот что тебя подтолкнуло на то, чтобы пойти и стать добровольцем? Друзей полно у меня здесь. Также я пришел добровольно. Можешь вспомнить свои первые ощущения от первых дней, когда ты сюда прибыл? Ну, тяжело было поначалу. Ну, чуть поподробнее, в чем выражается это тяжело? Ну, как в чем выражает тяжело. Подготовки, полигоны. Было тяжело. А сейчас что, привык, нормально. Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании значат слова патриот и патриотизм? Патриот и патриотизм. Ну, я патриот. Что ты вкладываешь в это слово? Патриот. Да я даже не знаю, что мне ответить. Я даже не знаю, что мне сказать сейчас. Патриоты и патриот. Патриот, да. Еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Нет, еще не подумал. Будем дальше воевать? Хорошо. Как добровольцем пошел, был в России, ну потом перевели уже сюда, в 9-ю бригаду, 1-й армейский корпус ДНР. Ну и все, и до сих пор здесь воюем. Сейчас вывели на ротацию, то есть с августа по конец декабря были на передней линии в ЛБС, то есть конкретно уже принимали участие. И в конце декабря нас на ротацию поменяли, сейчас пополняют, ну и, наверное, уже скоро опять поедем. Можешь вспомнить свои первые ощущения от первых дней пребывания здесь, на СВО? Ну, первые нас сразу привезли, то есть не считая полигон, ну, конечно, страшно первое время. То есть непонятно и страшно, потому что ты боишься, то, что непонятно тебе. Из-за этого тебе страшно. Ну, потом сейчас уже, да, ты понимаешь уже, откуда может прилететь, где и как. А так, ну, уже привыкли немного. Ну, к этому не привыкнешь, конечно, но потихоньку уже начинаешь, уже руки перестают трясутся, начинаешь уже думать и уже правильно думать, что делать правильно, куда идти и что и как делать. Ты сказал, что пошел добровольцем. А что Да. тебя подтолкнуло к этому решению? Ну, даже не знаю. Просто захотел и все. Захотел и пошел. Сейчас очень много говорят о патриотизме. Вот что для тебя значит слова патриот, патриотизм? Патриотизм, ну, это все-таки
свое самосознание какое-то, самоопределение, кто ты в этом мире, на этой земле и прочее. Ты сказал, что ты единственный, да, и якутский? Да. А как вообще обстоят взаимоотношения вот у вас среди, ну, вот среди твоих однополчан, скажем так? Да хорошо, нормально. У нас еще большинство местные, тутешные, лудыны. Поэтому, ну, ничего, я не знаю, не замечаю. То есть все работают, все делают работу свою. Взаимопонимание нормальное. Нормально. Все отлично с этим. Ну, из России тоже, со всей России люди. Поэтому отлично все. Как в качестве, ну, это началось, мобилизация. Я пошел, чтобы братья младшие не пошли. Вот я сам пришел второй раз. Первый раз в Бахмуте был, это в Вагнере. И сейчас вот тут из министерства. Мне сказали, у тебя 4 награды. Скажи, пожалуйста, про них, что за награды и как ты их получил? Ну, это вот, за взятие Бахмута 20 мая взяли, 2023 года. Вот там был награжден медалями и домой уже отвезли. И все, я оттуда вот там отдохнул, и как раз мобилизация началась, и вот обратно вернулся сюда. Ну, уже контрактником подписался в Министерство обороны. Когда ты шел во второй раз подписывать контракт, кто-то из окружения, твоего знакомые, пытались тебя отговорить или спрашивали, зачем ты это делаешь, зачем тебе это надо? Да нет, никто не пытался, там останавливаться, молодец, все гордились, и все. Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в такие понятия, как патриот и патриотизм? Что это для тебя значит? Ну, блин, как что значит? Ну, у нас ну, мы за свои интересы России всегда боремся. И все. Я вот так вот понимаю. Такой еще вопрос. Скажи, пожалуйста, ты уже думал о том, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Да, так-то на работу опять вернусь. И нормально работать буду в Якутске. Там как бы я там устроенный. Прежде чем сюда возвращаться, как устроился на работу и сразу сюда. Все. По кому или почему ты больше всего скучаешь из мирной жизни? Блин, ну там много чего, по ванне особенно. Ванна все время снится, и все. На работу пришла повестка о том, что родину защищать пора, мобилизована. Первая мысль, которая тебя посетила в тот момент, когда ты получил повестку? Ну, не скажу, что я как-то испугался или расстроился. В какой-то мере я даже обрадовался этому. Хотелось как-то и попробовать, и себя проверить в этом. Можешь вспомнить свои первые, может, первый день или первые дни, когда вот ты попал сюда? Ощущения, которые ты испытывал? Ну, как сказать, мы все, этим как-то мы гордились этим всем, что мы все-таки защищаем свою родину, свою страну. И, не сказать, что там плохих ощущений точно не было. Все были заряжены точно. Сюда шли с боевым настроением, знали, куда идем, понимали все. Сейчас очень много говорят про патриотизм. Что для тебя патриотизм? Что вот ты вкладываешь в это понятие? Ну, патриотизм я вкладываю в то, что, иду точно к цели, к своей. И нужно идти, бороться, несмотря ни на что. Вот с этим, в этом могу вкладывать. Ты уже довольно давно здесь находишься. Скажи, по кому или по чему ты больше всего скучаешь из мирной жизни? Я скучаю по своим детям, по маме очень скучаю, по жене. Очень хочу передать им большой привет, обязательно. Что сказать, что я их люблю очень сильно, скучаю. А когда вот ты получил повестку, и принял решение не убегать, не прятаться, а было ли в твоем окружении люди, которые спрашивали, зачем тебе это? Люди, не скажу, что таких видел или там слышал где-то. Может быть и слышал, но точно и сам не видел и не разговаривал с такими людьми. В твоем окружении таких Нет, людей? таких не было. Все шли гордые и все друг за другом шли.
Вот один, и второй обязательно просился с ним. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, ты уже думал о том, что ты сделаешь первым делом, когда вернешься домой с победой? Обязательно приеду домой с большими букетами цветами к дочерям, к маме. Всех расцелую. Обязательно в первую очередь только это.